Всем привет! С вами «Школьные новости» и я, Дарья Таткина. Совсем недавно прошла череда незапланированно длинных каникул. Надеемся, что вам удалось вдоволь наесться витаминов, погулять с друзьями и, конечно же, подготовиться к школе. Если вы соскучились по школьным новостям, приступим. Накануне карантина на базе нашей школы состоялись соревнования по саамскому футболу. Если вы хотите посмотреть на мальчиков в юбке, смотрите сюжет Полины Размановой. Сегодня, 14 марта, несмотря на сложные погодные условия, в нашей школе проводится необычное событие – саамский футбол. Ученики разных школ собрались здесь, чтобы попробовать себя в этом национальном виде спорта коми народа. Саамский футбол сильно отличается от привычного нам спорта. В оригинальной версии игры женщины в длинных сарафанах соревнуются мячом из оленей шкуры. Но организаторы решили немного освежить традиции. Не разрешается атаковать того, кто несет мяч в подали. После того, как проходит 5 секунд, можно атаковать игрока. Перед началом игры участники школ номер 36, 16, 43, 18, 38 и Коми-национальная гимназия надели сарафаны. Зрелище было что надо. После жеребьевки первыми вышли на поле 18 и 43 школы. Участники старались придерживаться всех правил игры, но это не всегда получалось. А как тяжело вам досталась победа? Первые два матча мы были уверены, что всех раскатаем, а в третьем матче было очень плотно, так сказать. Вам понравилась сама эта игра? Через год или вообще в любое время ждем еще такие мероприятия. Что вам больше всего понравилось? Ну, это было очень интересно, когда мальчики брали прям в юбке мячик, очень быстро бежали, чтобы соперники их не растолкали. Как вообще выглядели мы в этих юбках. Вообще очень интересно было. А будешь ли ты еще участвовать в нем? Ну, если будет, то да, конечно. Победителями соревнований стала 16-я школа. Ей вручили грамоту и кубок. Остальные школы также получили грамоты за участие. Наша школа заняла только 4-е место. Ученики разных классов приготовили различные блюда и поделки. Также тут можно попить горячий чай с баранками. Бесплатно. Полина Разманова, Александр Мирошниченко. Школьные новости. 18 марта вся страна выбирала президента России. Наша школа тоже стала избирательным участком. Подробнее в сюжете. Вот и настал этот день, 18 марта, день выбора президента страны. На часах 9 утра, а в школе, одном из избирательных участков Сыктывкара, уже очень многолюдно. Сегодня жители страны выбирают главу государства на следующие 6 лет. Процедура голосования весьма проста. Главное – определиться с кандидатурой. В выборах участвуют представители разных партий и самовыдвиженцы. Владимир Путин, Сергей Бабурин, Ксения Собчак, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Максим Суракин и Борис Титов. Все избиратели внимательно изучают бюллетень и выбирают достойного, на свой взгляд, кандидата. С точки зрения гражданина Российской Федерации, голос может решить очень много проблем в нашей стране, которые каждый гражданин обязан помогать решать своему государству. Чтобы придать этому дню праздничности, на многих участках голосования проходят интересные мероприятия. Подробнее расскажет моя коллега Софья Мальцева. Наша школа является избирательным участком. Чтобы создать праздничное настроение, ученики Центра дополнительного образования подготовили концерт. На концерте «Музыка весны» зрителям показали разнообразные номера. Можно было насладиться пением вокальной группы «Очарование», ансамбля народной песни «Метелица» и хора объединения «Академическое пение». Боевые приемы на сцене показали тэквондисты и их тренер Сергей Гребенкин. Также во время концерта можно было смастерить пасхальную открытку. Данный концерт мы специально приготовили для того, чтобы рассказать жителям нашего микрорайона о том, какие есть объединения у нас в центре. Как спортивного направления, так и вокальные, и хореографические. Сегодня в нашей школе также проходит шахматный турнир, в котором могут поучаствовать не только дети, но и взрослые. В день выборов президента России в нашей школе состоялся командный шахматный турнир «Мозговой штурм» и блиц-турнир «Выбор хода». Игра проходила в актовом зале школы. В командном турнире приняли участие 6 команд. Каждая состояла из 2 учеников и 1 взрослого. Оказалось, некоторые школьники играют даже лучше взрослых. В итоге первое место занял 8 А класс.
Второе место у 6 А, а третье место занял 7 Б. После окончания мозгового штурма начался блиц-турнир. Шахматам уже больше 2000 лет, и они и по сей день не теряют актуальности. И желающих приобщиться к этому древнему и замечательному виду спорта, скажем, искусству, все больше и больше. Большинству учеников нашей школы еще рано отдавать свой голос на выборах президента страны. Но уже через несколько лет мы сможем это сделать. Анна Голод, Алексей Злобин, Школьные новости. Юные журналисты из нашей школы давно принимают участие в конкурсе «Редакция года». Ребята встретились с основателем и директором кофейной сети Сыктывкара «Нордик». Кирилл Крылов рассказал все о создании кофе и обжарке зерен. Итогов ждем 20 апреля. Надеемся, что жюри по достоинству оценит проделанную работу. В Сыктывкаре впервые за 5 лет прошло грандиозное событие в мире спорта – чемпионат России по лыжным гонкам. Министерство образования и спорта специально для этого создали детскую СММ-редакцию, в состав которой вошли корреспонденты и операторы из нашего школьного телевидения. Остались считанные минуты до самого масштабного спортивного события в Республике Коми – чемпионата России по лыжным гонкам. Только что начались первые старты участников. Давайте пожелаем удачи нашим спортсменам. Несмотря на далеко не весеннюю погоду, наши лыжники настроены решительно и готовы побеждать. Посмотрим, удастся ли преодолеть свою дистанцию спортсменам. Наконец-то солнце решило нас порадовать своими ясными и теплыми лучами. Сегодня лыжникам предстоит побороться за медали в командном спринте. Трибуны переполнены как никогда раньше. Ну вот и подошел к концу чемпионат России по лыжным гонкам. Надеемся, что похожие мероприятия федерального масштаба еще вернутся в Республику Коми. Спасибо за то, что приходили и болели за наших спортсменов. Дарья Огородникова, Алексей Злобин, Ангелина Панюкова. Для вас работала СММ-редакция чемпионата России по лыжным гонкам. Приближается один из самых исторически важных праздников – День Победы. Наша школа уже начала подготовку к 9 мая. Подробнее об этом в репортаже Юлии Метелевой. 7 апреля в нашей школе прошло торжественное мероприятие, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Патриотическая акция «Знамя Победы». Этой инициативой ученики школы отдали дань уважения величайшему подвигу миллионов соотечественников, отстоявших свободу и независимость нашей Родины. В этот день школа принимала многих почетных гостей. Один из них – ветеран Великой Отечественной войны Рочев Николай Акимович. Он выразил благодарность за проведение подобных мероприятий и пожелал ученикам школы успехов в учебе. Всего вам хорошего здоровья, физическое здоровье, успехов в учебе. Принять Знамя Победы – это очень трепетное событие. Все понимают, чего стоила нам эта победа. Здесь победный наш стяг. Мы под знаменем красным шли бесстрашно вперед. За любимую Родину, за советский народ. Перед торжественным выносом знамени ребята 9 А класса прочли стихотворение, которые, безусловно, бросили в дрожь абсолютно каждого. Встать перед теми, кто грудью падал на лающий дот, кто из пучин новгородских к нам никогда не придет. Кто согревался дыханием в стужу блокадных ночей, кто уходил вместе с дымом из бухенвальдских печей, Кто, ослепленный ракетой, вдруг попадал под обстрел, кто в умирающем танке вместе с бронёю горел. После чего настал тот момент, которого ждал каждый из присутствующих. Знаменная группа нашей школы в составе учеников 7 М-класса под руководством Зайцева Андрея Геннадьевича приняла от ветерана Знамя Победы. Принимая Знамя Победы, обещаем оправдать высокое доверие, помнить о значимости этой святыни. Необходимо помнить о тех, кто погиб за наше мирное небо над головой, за нашу жизнь. Все гости митинга почтили погибших минутой молчания. Наше поколение должно передавать память о самой страшной войне и Дне Победы, который должен оставаться самым святым праздником. Юлия Метелева, Дарья Таткина. Школьные новости.
Ближайшие 2 месяца будут очень насыщенными на события. Следите за информацией на сайте школы. С вами были школьные новости и я, Дарья Таткина. Всем пока!